В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Выравнивание тарифной политики на транспорт и транспортная доступность в регионе. Россия готовится принять новую стратегию развития Арктики до 2035 года. Полисы ОСАГО компании «Стерх». Что делать, если авария произошла по вине владельца страховой компании, у которой Банк России отозвал лицензию? Жильцы дома по Ярославского, 41 в Якутске выразили в соцсетях недовольство проведенным ремонтом. Почему горожане не заметили его результатов? Уникальный университет без преподавателей, лекций и сессий. Инновационное учебное заведение в Москве посетил глава Якутии Айсен Николаев. С Нового года в Якутске школьники из малообеспеченных семей будут ездить на автобусах бесплатно. В каком управлении начнут предоставлять справки и учеников каких классов коснутся изменения? «Волк с железным оскалом» – новая инсталляция появилась в Ленске. Автор скульптур в стиле стимпанк, создавая арт-объекты, вносит вклад в сохранение экологии. Новая стратегия развития Арктики должна содержать мощный социальный отдел, а именно необходимо выравнивание тарифной политики на транспорт и транспортная доступность в регионе. Россия готовится принять новую стратегию развития Арктики до 2035 года. Слушания состоялись накануне в Совете Федерации. Якутия также приняла участие на встрече и внесла ряд своих предложений. Председатель Госсобрания Элтумен Петр Гоголев подчеркнул, что в условиях Арктики традиционная модель организации оказания медицинской помощи не столь эффективна. Ну и, конечно, в условиях Арктики невозможно обеспечить доступность первичного звена здравоохранения без строительства и реконструкции медицинских учреждений. Полисы ОСАГО компании «Стерх» продолжат свое действие. Выплаты будут осуществляться из гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков, сообщает якутское отделение Национального банка. Даже после отзыва лицензии у страховой компании автовладельцам не стоит спешить оформлять новый полис. Если авария произошла по вине владельца страховки, то пострадавшему в ДТП следует обратиться за компенсацией в Российский союз автостраховщиков. Ну а по другим видам страхования действие договоров будет прекращено по истечению 45 календарных дней с даты вступления в силу приказа о отзыве лицензии, то есть с 11 декабря. Напомню, что Банк России отозвал лицензию у компании «Стерх». Причиной стал ряд нарушений в инвестировании средств страховых резервов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, то есть не позднее 29 октября 2019 года, страховая компания обязана уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. Уведомление должно быть размещено в периодических печатных изданиях на официальном сайте страховщика, а также клиентов могут оповестить СМС-рассылкой или по электронной почте, которую они указали при заключении договора страхования. Более подробную информацию, что делать, когда у страховой компании была отозвана лицензия, можно найти на просветительском ресурсе Банка России fincult.info. Достаточно ли сил принимают власти республики по защите застрахованных лиц в этой компании? Нашему телеканалу прокомментировал эту ситуацию Виктор Федоров, депутат Госсобрания Элтумен. Проблемы у компании «Стерх» начались, я знаю, еще с весны этого года или зимой. Правительство с тех пор принимало меры для стабилизации обстановки. И один из вариантов и сценариев развития было все-таки присоединение к какой-то большей компании, слияние, чтобы сохранить компанию «Стерх». Компания «Стерх» и «Алмаз-Регионбанк» являются два финансовых инструмента, которые позволяют правительству проводить свою экономическую политику более-менее независимо. Защита этой компании – стратегическая задача правительства Республики Саха-Якутия. Действия, которые сейчас они предпринимают, они продуманы. Я думаю, это правильное направление. Переходим к другим темам. Мы не заметили результатов ремонта. Именно такое сообщение опубликовано в социальных сетях от имени жильцов дома по Ярославского, 41 в Якутске. Работы в этом году провел фонд капитального ремонта на сумму 5 миллионов рублей. В ситуации разбиралась Ульяна Шагина.
В этом доме по адресу Ярославского, 41 в этом году был проведен капитальный ремонт. Но жильцы дома в социальных сетях жалуются на то, что не видят итогов этого ремонта. Так ли это, мы решили увидеть собственными глазами. Вот то сообщение, опубликованное в одной из социальных сетей, на котором видно, что жильцы жалуются на текущее состояние подъезда. И действительно, мы увидели разбитые стекла, обшарпанные стены и полы. Начали весной крышу делать, вот до сих пор еще возятся. Как проверить, дожди покажут весенние. Снег будет таять. Сваи мы проверить не можем. Щитки поменяли, все аккуратно сделали, плафоны поставили с датчиками на движение, но датчики не отрегулировали. Вот в подъездах ремонты нужно обязательно, потому что невозможно, как-то ободранные стены и все это. Лет 20 назад делали. Подрядчиком для проведения капремонта по этому дому определена компания «Доланстрой». В этом году они произвели порядка 30 конструктивов или отдельных видов ремонтных работ по нескольким домам в Якутске, в том числе и по Ярославского, 41. На данный момент сейчас кровля уже закончена, электроснабжение тоже закончено. По фундаменту здесь остались маленькие прибрать мусор и утепление там осталось чуть-чуть доделать. С 2014 года, после внесения поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации, все собственники жилья оплачивают обязательные взносы на капремонт своих домов. С этого года в Якутии действуют новые размеры минимального взноса. Тарифы зависят от того, в каком доме вы проживаете. Между тем, оплачивая ежемесячно весьма существенную сумму, которая в среднем обходится в 400 рублей, жильцы зачастую имеют смутное представление о том, за какие виды работ им приходится раскошеливаться. В основном это ремонт кровли, электро-, газа, вода и теплоснабжения, фасадные работы, а также укрепление фундамента. Очень хорошо то, что население проявляет активность. Мы произвели, я думаю, разъяснили работу по этому поводу. И конкретно по Ярославского 41 вопросы, я думаю, будут уже урегулированы. Если у вас есть вопросы, то вы можете обратиться к нам в фонд непосредственно, Октябрьская 20/1А. У нас гарантийный период работы составляет 5 лет. Между тем, за состояние подъездов в МКД отвечают непосредственно управляющие компании. Как нам сообщили в ЖКХ «Губинский», ремонт в подъездах дома по Ярославского, 41, который был запланирован в этом году, пришлось перенести на следующий. Причина – до сих пор не завершившийся капитальный ремонт дома. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Ну а пока жильцы Ярославского, 41 ждут завершения капремонта, обманутые дольщики компании «РФА Инвест» ждут новое жилье вот уже на протяжении 5 лет. Появилась надежда на завершение строительства. Какая, знает Дмитрий Аргунов. История с домом 2.1 началась еще в 2014 году. Застройщик РФА Инвест активно вовлекал дольщиков в начале строительства. Люди, осознав, что 203 становится трендом, охотно покупали квартиры в доме, который должен был стать украшением всего микрорайона. Пока не начались отставания от графика. Когда мы узнали, что работа приостановилась почти, у нас настроение, конечно, упало до нуля. Настроение у всех было пессимистичное. В октябре 2017 года после сложных переговоров с инициативной группой Дома 2.1 правительство республики и банковская группа АЭП договариваются о заходе на объект компании АЭП Капитал. Предложения достроить объект прозвучали и в адрес 3 крупных застройщиков, но все они по понятным причинам отказались. На момент, когда дочерняя компания Республиканского банка зашла на объект в качестве генподрядчика, по дому 2.1 числилось порядка 120 дольщиков. Готовность объекта составляла около 20%. Менее чем за 2 года АЭП Капитал выполнила все обязательства по генподряду, сделав даже больше. По своей инициативе компания сделала благоустройство двора дома, превратив гармоничный ансамбль из прогулочной зоны, фонтана и спортивно-игровой площадки. Были пересмотрены аспекты энергосбережения в лучшую сторону. Дом получил умную начинку, что создаст удобство для жильцов. Отдельная благодарность Валерию Николаевичу, Игорю Анатольевичу, что взялись за такой труд. Всего компания потратила на завершение объекта свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. При этом многие эксперты, включая аудиторов банковской группы, отмечают самые передовые решения и высокое качество строительства, которые редко встретишь даже в Москве. Все без исключения жильцы дома ждут вручения ключей. Прождав 5 лет, каждый день ожидания воспринимается с большим нетерпением. Понимаем их чувства. Дмитрий Аргунов, Якутск.
Ремонтные программы, паспорта готовности, завоз топлива и задолженность. Эти вопросы рассматривали на заседании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при прокуроре Алданского района. Главная тема, стоявшая на повестке дня – готовность к зиме. Запуск котельных в сентябре 2019-го прошел без особых проблем. В большинство домов тепло и горячая вода поступили по графику. Ремонтные работы завершились в срок. Уголь на объекты теплоснабжения был завезен до начала отопительного сезона. В связи с климатическими условиями зимнего периода, с учетом ранее выявленных прокуратурой района нарушений закона, а также особой социальной значимости вопроса, качественное прохождение отопительного сезона находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Так, ранее отдельное внимание прокуратуры уделялось стадии подготовки объектов коммунального и социального назначения к осенне-зимнему периоду, получения соответствующих паспортов готовности, обеспечения требуемого запаса твердого топлива на объектах жизнеобеспечения, предоставления населению и объектам социального назначения коммунальных услуг надлежащего качества. Ну а жители Мирнинского района задолжали за электроэнергию 72 миллиона рублей. Компания «Якутскэнерго» применяет в отношении неплательщиков весь арсенал мер. От начисления пени до ограничения подачи коммунального ресурса и направления материалов в суд для принудительного взыскания. Ограничение электроснабжения – это крайняя и вынужденная мера воздействия на злостных потребителей-неплательщиков. В компании отметили, что должники могут заключить соглашение о реструктуризации долга. Проблемы и перспективы лесного хозяйства в Якутии стали центральной темой лесопромышленного форума, который прошел в Якутске. Какие проблемы сегодня испытывают лесное хозяйство Якутии? Детали у Дмитрия Тымырова. Не секрет, что лесное хозяйство Якутии переживает не самые лучшие времена. Сегодня проблемы есть практически во всех отраслях лесного хозяйства. В первую очередь это, конечно, вопросы состояния лесов в республике, которые являются самыми крупными по своим масштабам. Якутия является самым крупным лесным регионом России. Мы имеем более 250 миллионов гектаров леса. Большая половина из них – лесные земли. Это более 190 миллионов гектаров. Лесистость территории составляет 50%. Сильно варьируется по районам. От 7% в Анабарском и до 92% в Нюрнбергском районе. В последнее время не только в Якутии, но и в целом по России вопросам состояния лесных фондов и в целом развитию лесного хозяйства уделяется огромное внимание. Совсем недавно завершил работу масштабный федеральный проект «Национальный лесной форум», где в течение года на разных площадках страны, в том числе и в Якутии, обсуждались проблемы лесного хозяйства. И в первую очередь вопросы кадрового обеспечения. На нынешнем форуме этот вопрос также не остался без внимания. В первую очередь это подготовка кадров. Сегодня квалифицированных кадров в этой отрасли немного. Леса у нас много, территория большая, и перспективы развития этой лесной отрасли это очень большие. И сегодня вот как бы можем посмотреть и презентовать уже, что на территорию уже входят большие крупные компании для освоения наших лесов. Кадры должны быть местные. Это одна из ключевых структур экономики нашей республики должно быть. Как сообщили на форуме, сегодня остро стоит вопрос с нехваткой не просто кадров, а именно молодых. В целом по стране больше половины специалистов старше 50 лет. Между тем, ежегодная потребность в молодых квалифицированных сотрудников составляет от 3 до 15 тысяч человек. Это складывается из того, что вот институты не учат, да, из того, что недостаточная заработная плата. То есть те выпускники, которые отучились в лесных вузах, они не идут в лесное хозяйство, а работают в других отраслях экономики, где больше платят. Между тем, проблемы с финансированием лесной отрасли отражаются на таком вопросе, как лесовосстановление. Кто и что является угрозой лесному фонду и кто сегодня должен заниматься его восстановлением. Наиболее распространенными видами угроз для леса являются пожары, насекомые вредители, промышленное освоение территорий. Напомню, в начале года претерпел изменение лесной кодекс, согласно которому теперь появился термин «компенсационное лесовосстановление». Согласно ему, теперь крупные промышленные компании и в целом арендаторы лесных участков должны восстанавливать лес после вырубки своими силами.
Тем временем не все промышленники сегодня готовы заниматься этой работой. Сдерживающих факторов в Якутии много. Один из них – отсутствие питомников в лесах. Между тем, сельскохозяйственной академии предлагает создать свой промышленный питомник, чтобы восполнить этот пробел в лесном кодексе. Мы планируем следующий год на базе нашей академии открыть питомник. Занимаемся этим вопросом серьезно. Для этого все имеется. И земля есть, участок есть, и кадры есть, и знания есть, самое главное, да? Здесь у нас на территории реки Канкамя имеется 3000 гектаров земли. На этой участке, на этой земле мы планируем этот питомник открыть. Все эти вопросы требуют тщательной проработки, тем более в свете такого масштабного проекта, как промышленная лесозаготовка. Этот вопрос также стал центральной темой для обсуждения лесопромышленного форума. Как отметили участники, лесной фонд Якутии должен начать приносить доход. Именно тогда начнут решаться все сопутствующие проблемы, в том числе и финансовые. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Уникальный университет без преподавателей, лекций и сессий. Инновационное учебное заведение в Москве посетил глава Якутии Айсен Николаев. С Нового года в Якутске школьники из малообеспеченных семей будут ездить на автобусах бесплатно. В каком управлении начнут предоставлять справки и учеников каких классов коснутся изменения. «Волк с железным оскалом» – новая инсталляция появилась в Ленске. Автор скульптур в стиле стимпанк, создавая арт-объекты, вносит вклад в сохранение экологии. В эфире телеканала «Якутия-24». Итоги дня мы продолжаем. Представители разных регионов России представят свою продукцию в Якутске на межрегиональной выставке «Саха-Промэкспо». Организаторы мероприятия провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали об особенностях мероприятия. В этом году она проводится в рамках празднования 95-летия золотодобывающей промышленности. Гостей ждет множество интересных экспозиций. Например, будет представлена уникальная спецтехника, подходящая для климата нашей республики. Сама выставка пройдет в последних числах октября в столичном спорткомплексе «50 лет Победы». В этом году мы сделали упор на несырьевой сектор экономики, то есть это перерабатывающая отрасль, это на гранилку с ювелиркой и на лесопереработку, то есть несырьевой сектор экономики. Вот и все. А так эта выставка у нас ежегодно проходит. Традиционно такие площадки используются для общения. Да. Это то место, куда приходят и производители, и потребители. Уникальный университет без преподавателей, лекций и сессий. Инновационное учебное заведение в Москве под названием «Школа-21», где готовят IT-специалистов, посетил глава Якутии Айсен Николаев. Как стать студентом школы, сложно ли там учиться и появится ли в нашем регионе подобный образовательный центр? Все подробности у Максима Кардозу. Диана Устинова закончила экономический институт СВФУ. Правда, решила на этом не останавливаться и попробовать себя в программировании. Девушка подала онлайн-заявку в «Школу-21», прошла отбор и поступила. Теперь она осваивает новую профессию с нуля и говорит, что любой человек может стать IT-специалистом. Главное – усердно трудиться. Я сама экономист, никогда не программировала. Я только прошла тесты на логику, память, и вот на бассейне начала изучать программирование. Моя подруга, повар-кулинар, тоже никогда не программировала. Конечно, мы сидели больше. Некоторые ребята там за несколько часов выполняли задания, а мы сидели целый день. Вы все равно выполняли задания и в итоге прошли. «Школа-21» – это франшиза французской образовательной платформы, которая готовит IT-специалистов. Здесь нет привычных преподавателей, лекций, оценок. Студенты занимаются самостоятельно в специальной программе, выполняя различные задания. Самые востребованные направления – это искусственный интеллект, робототехника и кибербезопасность. Они сами ищут материалы, нет списка рекомендованной литературы, они узнают друг у друга. Уже 200 человек у нас ушло на стажировки. Здесь они очень хорошо прокачивают так называемые soft skills. И ребята гораздо более конкурентоспособны с этой точки зрения. Но у них есть возможность показать себя, как они могут отлично коммуницировать друг с другом. У них все неплохо с тайм-менеджментом, то есть те вещи, которые в дальнейшем очень востребованы в любой компании.
Школа работает круглосуточно, без выходных. Каждый студент может прийти в любое время и начать занятия. Причем сам учащийся решает, когда будет сдавать экзамены. Пересдача тоже не проблема. Главное, чтобы сам студент до конца усвоил материал. Подгонять вас никто не будет. В этом году филиалы школы 21 откроются в Казани и Новосибирске. Правительство Якутии тоже заинтересовано в подобном учебном центре. И вполне возможно, что в Якутске в скором времени тоже каждый желающий сможет попробовать стать IT-специалистом с нуля. Максим Кардузу, Виктор Олесов, Москва. В Нерюнгри на базе технического института проходит обучение по методике Гёте-института по английскому и немецкому языкам. На семинар пришли не только студенты, но и преподаватели, рассказывает Александра Цыбикова. Мультифункциональность программ Гёте-института дает возможность учителям иностранного языка и их ученикам в российских и зарубежных конкурсах и программах повысить уровень своей квалификации, использовать новые методы и приемы на уроках английского и немецкого языков. Я очень надеюсь, что в рамках двухдневного семинара мы много чего сможем опробовать. Мы сможем обменяться впечатлениями, обменяться опытом, как мы работаем, получить новые методические знания, какие-то активности и, конечно же, рабочие материалы, с которыми потом можно будет идти в аудиторию, и импульсы, которые мы тоже сможем дальше развить. Желающих пройти семинар оказалось немало – 24 человека, полная аудитория. Среди тех, кто пришел, есть учителя английского, желающие охватить немецкий как второй язык для преподавания, студенты и пришедшие по собственным интересам. Форма проведения семинара интересная. Мы не сидим, мы ходим, составляем рассказы, плакаты делаем и общаемся только на немецком языке и английском. У меня немецкий был вторым языком в университете. Решил как-то освежить память. Вдруг придется когда-то поработать еще с немецким языком. Все довольно-таки интересно, хорошо организовано. С удовольствием приду еще. Пришли на данный семинар научиться прежде всего преподаванию второго иностранного языка. И очень нам понравилась нестандартная форма проведения данного семинара, очень интересно. Подобный обучающий семинар на базе технического института проводится впервые и приурочен он к Дням Германии в Якутии. Программа семинара рассчитана на 2 дня с 9 утра до 5 вечера. Сертификат на фирменном бланке Гёте-института выдается сразу по окончанию семинара. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. С Нового года в Якутске школьники из малообеспеченных семей будут ездить на автобусах бесплатно. Программа будет проходить через Управление социальной защиты, там же станут предоставлять необходимые справки. Готовится перечень документов, которые требуются для возмещения данной выплаты. Проезд ученики будут осуществлять на основании транспортной карты. Эти изменения коснутся учеников с 5 по 11 классы. Ученики школ столицы стали участниками фестиваля детского движения «Юный горожанин» в рамках дня рождения российского движения школьников. Мероприятие проходило во Дворце детства, где базируется городское детское движение «Юный горожанин». Подробности далее. В рамках данного фестиваля здесь для учащихся школ организаторы мероприятия приготовили очень насыщенную программу. Творческие площадки, дискуссионные клубы, мастер-классы, а также интеллектуальные игры. Все приняли активное участие. Был создан новый совет городского движения «Юный горожанин». Также приняли новый устав, где все дети голосовали. И все это было учтено мандатной комиссией. Все мероприятия, мастер-классы прошли почти, так сказать, на высшем уровне. Действительно, школьники смогли не просто весело пообщаться со сверстниками из разных школ, но самое главное, получили новые знания и навыки. Мы прошли с одноклассниками и друзьями квест «1. Вселенная лидеров». В этом квесте я научился очень много чему. Быть организованным. Со школы у нас пришло 8 человек. Все разнообразные курсы мы попробовали, мастер-классы. Всем очень понравилось. Каждый пришел с хорошим настроением. А главным событием фестиваля стало торжественное открытие коворкинг-центра «62-я параллель». Новый центр должен стать главной творческой площадкой для всех школ Якутска.
детский коворкинг-центр «Параллель-62» создан для того, чтобы разнообразить жизнь, повседневную жизнь каждого школьника города Якутска. В этом году у нас запланировано более 10 мероприятий по различным направлениям. Именно здесь школьникам столицы предоставится возможность объединиться и работать как единое целое во благо развития детских клубов, движений и творческих объединений. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Волк с железным оскалом. Новая инсталляция появилась в Ленске. Скульптурами в стиле стимпанк город украшает известный, получивший в народе прозвище «Железный мастер» Алексей Цидяков. Жители с воодушевлением воспринимают его творчество, и соцсети постоянно пестрят фотографиями ленчан и гостей города с необычными железными фигурами. Свои шедевры он создает из отходов автопроизводства. Свои планы Алексей держит в секрете, но пообещал, что в скором времени ленчан ожидает очередной сюрприз в виде новой скульптуры. Создавая свои арт-объекты, мастер вносит вклад в сохранение экологии. Благо у нас в городе большое количество СТО, где приезжают машины, ремонтируют их и, соответственно, все это дело складируют. Ну, и можно сказать, я как и помогаю утилизировать. Все эти запчасти – это отработанные детали автомобилей, ходовой части, двигателей. Они, в общем-то, уже отработали свое, ну и где им только можно найти применение, как только на переплавке. Ну, тем не менее, я вот в таком вот стиле изображаю какие-то свои творческие наработки. Таким мы запомним уходящий день. Оставайтесь с Якутией 24.